Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье моих родственников, так как он своим криминальным прошлым возможен совершать разные действия. С тех пор прошло 2 месяца. Бывшая сотрудница столичного центра семейной медицины номер 18 Минара Кулматова до сих пор бьется в закрытые двери. Ее не восстановили в должности. Но, как утверждает врач с 25-летним стажем, увольнение ее было незаконным. Приказ есть, но вместе с тем есть и заключение надзорных органов. Инспекторы выявили ряд нарушений в процессе ее увольнения и заключили восстановить ее на прежнюю работу. К руководству я приходила директор ОЦСМ номер 6 Тенисбаева Асель Тенисбаевны, но постоянно ей некогда, или же она уходит на больничные, и постоянно ей некогда. Ну, то есть приказ решение госэкотехинспекции, она игнорируется. То есть законы у нас не действуют. И такое впечатление, что мы живем не в правовом государстве, да, а в каком-то частном предпринимательства. Увольнение было на основании выговоров. И, как утверждает сам главврач Центра семейной медицины Тилекджан Тайбеков, в Центр поступило несколько жалоб от пациентов, у которых она вела беременность. Поэтому решение об увольнении он считает вполне обоснованным. Стоит напомнить, что она врач-акушер-гинеколог. В этой клинике проработала больше 15 лет. Нет, кадровые, они же лечебные. Восстанавливать в должности по закону может только суд. Не знаю, обращалась ли она в суд. У Кулматовой было замечание, потом выговоры. Ее уволили по представлению прокуратуры. Прокуратура планово приезжала к нам. По итогам этой проверки не только Кулматова, но и ряд гинекологов, я в том числе, получили выговоры. Просто у нее это был уже 3-й выговор. В связи с этим ее уволили по Трудовому кодексу. Это была районная проверка. В поликлинике номер 15 тоже несколько сотрудников получили выговоры по этому же нарушению. Поэтому не стоит думать, что к ней относились предвзято. Заявление поступило в госэкотехинспекцию. Инспекторы выявили нарушение Трудового кодекса и передали документ в Центр, откуда не последовало ответа, рассказала пресс-секретарь ведомства. В свою очередь, эксперты в сфере здравоохранения считают, что в данном случае необходимо обращаться в суд и требовать справедливого конца, если, конечно, сторона уверена в своей правоте. Судебная инстанция уже объективно рассмотрит материалы дела и даст заключение. Очень много врачей восстановились в должности после судебных разбирательств. Когда каждая сторона считает себя правой, то заявить, человек, который жалуется, он имеет право в суд обратиться и там добиваться правды. На самом деле мы по практике знаем, что в нашем здравоохранении очень часто бывают такие судебные споры насчет законных увольнений, неувольнений. Поэтому я думаю, что человек должен в судебном порядке попытаться решить свою проблему. В то же время я хотел бы отметить, что в здравоохранении очень часто, сами врачи, они такие не социально активные, они очень редко там выступают, но очень настойчиво выступают, когда их увольняют с какой-то должности. Мы знаем, С ним полностью согласна сама Минара Кулматова, но понимает, что судебный процесс обычно требует много времени. Дело затянется. Но после стольких попыток вернуться на прежнюю работу она готова ждать и идти уже до конца, чтобы, как говорит врач, справедливость восторжествовала. Элиза Балбакова, Алтын Сакеев, Нью ТВ.